Это не горы снега заполнили береговую линию реки Кенч-Викажеви, а чернозем, который высыпали местные жители. А совсем рядом строительный мусор, который сегодня тоже скрылся под белым покрывалом. Именно за это отдел надзора Минприроды оштрафовал местную администрацию на 150 тысяч. С такими действиями министерства представители муниципалитета не согласны. Нарушение водоохранной зоны представители Минприроды выявили по улице Гагиева. Землю высыпали с благими намерениями, заявляют местные жители. К весне планируют благоустроить прибрежную зону, посадить деревья. بس حيوال زيشوش جانش داين هل أول وصجع أخا مهتك كذيكشين كأدرن شو بيرش لوز مهتك خجوج مهتك حيز الوالس أو سرت نستريت الموسيولوجي ده الحق ويقي بيحام خلط جوج سجوا حسي. А что касается строительного мусора, это необходимость, настаивают как жители, так и представители администрации. Бетонные блоки в данном случае выполняют функцию укрепления прибрежной линии, предотвращая угрозу оседания и разрыва берега. Другого выхода мы не видим, как бы укрепить вот этот берег. Вот еще раз, если пойдет такая мощная волна воды, он может просто дорогу снести. Поэтому мы как бы стараемся выйти из положения. Но этим же не вы должны заниматься. Ну не мы должны, вот что сделаешь? Приходится нам заниматься этим всем. То есть вы обращались, вот эту проблему не решили? Да. Однако, какие бы добрые цели ни преследовали, такие действия противозаконные. Согласно статье 8.13 части 4 КоАП, это нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение, засорение и истощение. И влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 50 тысяч, на юридических от 150 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, глава администрации убежден, что действия министерства неправомерны и штрафовать нужно не местные власти. Намерен обратиться в органы прокуратуры. Вот Федеральное агентство по рыболовству Северо-Кавказское территориальное управление, я вот глубоко им благодарен за их работу. Они делают свою работу четко. Вот они пришли ко мне в кабинет, представили мне вот доказательства того, что там было мусор по реке Сунжи. Я им передал вот эти данные. Соответственно, они нашли этих хозяев этих земельных участков и оштрафовали их. Вот у меня 16 человек. То же самое я хотел бы, чтобы вот Министерство природных ресурсов проводило свою работу. А не кабинетные вот эти штрафы, вот, протокола, чтобы было все законно. Конечно, если бы береговую линию ответственные стороны своевременно укрепляли, возможно, людям не пришлось бы подручными средствами защищать водоохранную зону. И таких участков, которые нуждаются в берегоукреплении, в поселении много. Обращались и в Министерство природных ресурсов, у нас есть письма, которые мы отсылали. Обращались в МЧС, обращались в администрацию Назрановского района. Ну, в связи с тем, что вот сегодня обстановку мы видим, какая у нас. И никаких действий с их стороны не было? Нет, действия берегоукрепления провели именно берегоукрепление. Некоторые, вот, позапрошлом году было проведено берегоукрепление. Но это мало, очень мало. На этом список штрафов, выписанных местной администрации, не ограничивается. За экологические нарушения на 200 тысяч муниципалитет оштрафовала и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Ингушетии. И этот вопрос тоже планируют решить через правоохранительные органы. Диана Дударова, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.